Теперь слово предоставляется заместителю председателя Совета министров Республики Крым Бальбеку Руслану Исмаиловичу. Ассаляму алейкум. Добрый день. Хочу поприветствовать всех участников столь высокого собрания от имени главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. От себя лично пожелать плодотворной работы. Считаю, что на самом деле сегодня не просто конференция, а действительно происходит историческое событие, объединительный такой вот съезд, где собрались все представители общественно-политических объединений в крымско-татарском сообществе, то есть весь спектр настроений в крымско-татарском обществе, все присутствуют здесь. И вот то, что сегодня это случилось, говорит о том, что на фоне тех интеграционных процессов, которые происходят, в целом консолидации всего российского общества, происходят объединительные процессы и в среде крымских татар. Естественно, это то, что мы говорили об этом 23 года, вот сегодня воплощается не только по форме, но и по содержанию. Ситумир Ага сказал, что выразил благодарность представителям власти, то, что сегодня в таком представительстве, в таком настолько презентабельно присутствует на конференции Общественного совета крымско-татарского народа и Крымберлиги. Хочу заметить, что ведь мы находимся на итоговой конференции, и как раз-таки сегодняшнее присутствие всех представителей власти говорит о том, что дана оценка вашей работе, вашей коллективной командной работе, которая дала результаты и которая действительно была замечена со стороны органов власти. Были действительно активность и присутствовала, и до сих пор динамика продолжается со стороны Общественного совета крымских татар, так и Крымберлиги, то есть это всевозможные обращения в виде рекомендаций, предложений, естественно, все они учитываются, и те рациональные предложения, которые уже были реализованы сегодня, воспринимаются властью как руководство к действию, естественно, заставило нас сегодня все вместе найти те механизмы, те подходы, которые позволили бы нам получить тот совокупный результат, который действительно, как и прописано в гербе Крыма, как и идеологически пронизано во всем российском обществе в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, это, естественно, возможность быть успешными только в единстве. И действительно, только в российском сообществе то многообразие культур, этносов, конфессий дают тот синергетический эффект только благодаря такой поликонфессиональной, многонациональной политике в государстве, когда у каждого народа есть равные права, равные возможности. Также хотелось бы отметить о том, что те инициативы, которые исходили от вас, действительно, они уже реализованы в вопросах топонимики, учтены в языковых вопросах. Мы определились с руководством Общественного совета и Крымберлиги, нашли возможности определить механизмы, я думаю, руководители вам обязательно доведут, о тех подходах, которые позволили бы нам сообща быть более эффективными и результативными. Также хотелось бы отметить, что те процессы, которые происходят в мире, все внешние вызовы, естественно, безусловно, вся эта трагедия, которая поразила весь мир во Франции, то есть говорит о том, что та безопасность, коллективная безопасность в Европе, она дала сбой, то есть она неэффективна. По какой причине? Потому что, в принципе, Европа сама заигрывала с радикалами, с ИГИЛом в Сирии, участвовала в гражданской войне, в то же время отвергала мусульман, насмехаясь в виде всевозможных карикатур, и без одобрения власти это невозможно было, то мы видим, что на таком контрасте, когда есть вакуум, происходят такие эффекты, когда радикализация приводит к террору. Сегодня что есть в России в целом и в республике в частности, это когда при осуждении того радикального меньшинства, которое дискредитирует весь исламский мир, есть взаимодействие с духовным управлением мусульман Крыма. Сегодня идут объединительные процессы и в нашей религиозной среде.
когда мы говорим, что долгое время, естественно, те культовые сооружения, которые из 330 на тот момент, да, сегодня в российском Крыму их уже 458, это к сведению, вот, только 325 имели, то есть не имели никаких правоустанавливающих документов, и только 5 мечетей имели это правоустанавливающие документы. То есть это давало среду для тех радикальных течений в исламе, которые, естественно, участвовали в борьбе за культовые сооружения, и мусульманская умма Крыма была беззащитна против всевозможных этих проявлений. Значит, также хотелось бы отметить на те события, которые происходят в Украине. К сожалению, участвуют в этом наши соотечественники, да, то есть это руководители Меджлиса, да, которые активно стараются навредить Крыму, крымчанам, а соответственно и крымским татарам. Потому что ни один родитель, если они себя позиционируют как отцы нации, не будет желать своему ребенку, да, своим детям вреда, да, то есть отключить от электроэнергии, лишить еды, лишить света, лишить воды. То есть это фашистующая идеология, то есть есть четкое понимание, что вот такие вот радикальные проявления рано или поздно приводят к террору. И то, что это выражалось уже в подрыве электроопор, говорит о том, что в принципе находится в одном шаге от того, чтобы принести беду самим себе и уже тому украинскому обществу, в котором они позиционируют себя как политики. Естественно, наши соотечественники, которые проживают в Херсонской области исторически, те, которые стали заложниками всех этих событий, лишились продовольствия, то есть лишились средств к существованию, и та продовольственная дорога, которая связывала Крым с Херсоном, позволяла нашим соотечественникам в том числе, то есть это в целом объединяет всех предпринимателей, фермеров, то есть как производителей, так и предпринимателей в Украине, естественно, нести колоссальные убытки. То есть вредить собственному народу, представителям, я уже говорю как бы в контексте политическом, да, это, естественно, также преступно. Вот, поэтому было время, ознакомился с проектом резолюции, полностью созвучно вот всем вот тем внешним вызовам, которые сегодня претерпевает наша страна, вот, наше государство. Опять-таки говорит о том, что наш президент, правительство в реализации адекватной реакции по сирийскому конфликту, она полностью является оправданной, потому что до этого 69 стран во главе с Америкой имитировали борьбу с ИГИЛом, а на самом деле мы знаем, как бы шла поддержка, финансирование, потому что нужен был конфликт на материке. Нам конфликтов не нужно, да, и сегодня мы со слов нашего представителя муфтиата, это имама города Симферополя, был призыв к миру, да, то есть и крымские татары любое свое мероприятие начинают с этих слов. Желают мира всем, желают мира соседям, желают мира себе. Вот. У нас есть хорошая пословица у крымских татар, что если у соседа болит живот, начинай потирать свой. Да? То есть нельзя абстрагироваться от проблем соседа, от проблем окружающей нашей среды. Надо понимать, что 23 года, к сожалению, в Украине не было национальной политики, было четкое понимание присутствия проамериканских сил, которые противопоставляли народы по отношению друг к другу, которые работали над тем, чтобы народы Крыма, народы на тот момент Украины находились постоянно в социальной горячке и противопоставляли друг другу. И находили проблемы неразрешенности своих потребностей в соседей. Но меньше говорили о том, что вопросы, как говорится, не находили проблем в себе, да, то есть не находили проблем, связанных в отсутствии диалога. И сегодня вот я на многих совещаниях, на многих собраниях, конференциях крымских татар присутствовал, и везде красной нитью одна мысль. Одна мысль, которая говорит о том, что крымские татары не могут в разрешении своих потребностей, да, в реализации своих интересов абстрагироваться от окружающего мира.
И если мы будем руководствоваться вот таким алгоритмом действий, что наши проблемы, проблемы крымских татар неразрывно связаны с проблемами крымчан, проблемы крымчан неразрывно связаны со всем с проблемами российского общества, и будем реализовывать свои потребности через призму общественных и государственных, у нас все будет получаться. То есть мы будем входить в резонанс политический, да, то есть и в качестве результата вот, или примера приведу вот вопрос с хаджем. Да. Вот на контрасте того, о чем заявлял Чемилев, о том, что якобы с Крыма идет большой отток крымских татар, да, то есть назывались цифры 20-30 тысяч. Мы видим, что в прошлом году крымских татар, ну или крымских мусульман в целом, выехало 150 человек, когда муфтият подтвердит, да, максимум 80-90 человек с Крыма могли выезжать в украинских условиях, и в этом году уже 322. То есть у меня такой риторический вопрос. Мусульман стало больше, крымских татар стало больше в Крыму? Нет. Просто мы, руководствуясь вот той формулой, когда мы не противопоставляем себя власти, да, то есть муфтият совместно с органами власти создали условия, при которых хадж стал доступным для большинства мусульман. Понимаете? Вот это как раз-таки то, о чем говорил Ситомир Ага. То есть, когда мы не будем противопоставлять себя власти, а будем сообща работать, будем получать вот такие результаты. Вот, и чтобы не затягивать время, хотелось бы, также мне понравилась историческая парадигма о том, что крымско-татарский конный полк первым вошел в поверженный Париж, да, то есть это 12 года. Вот, очень хорошая иллюстрация того, что очень долго крымских татар пытаются вот, втянуть в геополитическое противостояние, да, то есть вот, чтобы мы стали вот, тем инструментом, который может создать очаг напряженности в Крыму. Ну, вот, европейцам хотелось бы вот на этом примере напомнить. Да, всякий раз, когда приходили внешние угрозы, начиная с 12 года, там, в 41 году, все народы тогда это России, Советского Союза, плечом к плечу гнали врага до его логова. Да, то есть и напомнить о том, что крымские татары шли еще и в авангарде. Это очень приятно. Всем хорошей работы, плодотворной, эффективной. И поздравляю с такими вот объединительными процессами, которые происходят как в среде крымских татар, для нас это очень важно, так и в целом в российском обществе.